чат закинув. Есть? Сейчас. Прощайте, товарищи, с Богом! Ура! Трансляция идет. Горячее море под нами. Не думали, братцы, мы с вами вчера, что лишь умрем под волнами. Братцы, мы с вами вчера, что лишь умрем под волнами. Не скажет ни камень, ни крестный гриф на славу русского флага. Лишь волны морские прославят века геройскую гибель варяга. Лишь волны морские прославят века. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Раз, раз. Це була крючку? А. Военных дней землянка наша, три наката.
сосна, сгоревшая на дне, как будто вновь я вместе с ним стою на огненном чердаке у незнакомого поселка безымянном высоте. Незнакомого поселка на безымянном. Микрофон до вот сейчас уже я полагал, да? А то не слышно. Должно погромче. Сейчас. Добрый день, уважаемые земляки. Погромче. Добрый день, уважаемые земляки. Мы начинаем прямую трансляцию празднования Дня Победы в Огинском Бурятском округе. В рамках программы он состоится в 3 местах. Это танк колхозника, мемориал славы и аллея героев. Друзья, просим оставаться с нами, будет интересно. Итак, начинаем с танка колхозника. Много лет нашей славной победе, снова мирный рассвет, тишина, и неслышно идет по планете возвращенная людям весна. Позади уже дальние дали, годы будто в тумане видны, и давно уже взрослыми стали внуки тех, кто вернулся с войны. Фронтовикам в день майский честь и слава, на их груди сверкают ордена, и тыл в победу сил вложил немало, фронт трудовой, была им вся страна. Сегодня мы отмечаем самый светлый, самый великий праздник для нашей страны, священный праздник День Победы. 75-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Великая победа была завоевана дорогой ценой, жизнью миллионов наших соотечественников. Сегодня мы гордимся подвигом нашего старшего поколения, отстоявших независимость нашей Родины, спасших мир от фашизма. С первых дней войны со всем советским народом вступили на защиту Родины и наши земляки-агинцы, которые мужественно воевали на всех фронтах. Сотни были награждены государственными наградами и отмечены благодарностями от Верховного Главнокомандующего. Многие сложили свои головы на полях сражения. Вечная им память. Тыл. Второй фронт держался на самоотверженном труде женщин, стариков и детей. В тяжелейших условиях наши земляки устанавливали производственные рекорды, выходили победителями соцсоревнований, внедряли новые формы работы
вели селекционную работу в овцеводстве. Многие наши земляки были награждены орденами и медалями. Танк «Агинский колхозник» – символ трудового подвига жителей Степной Аги. Труженики тыла собрали более 1 миллиона рублей на строительство танка «Агинский колхозник». Наш танк вместе с 10 танками Забайкалья был передан весной 1943 года 49-й танковой бригаде, которая входила в состав 3-го механизированного корпуса 1-й гвардейской танковой армии. Танковая колонна из 11 забайкальских танков Т-34. Агинский колхозник, Агинский комсомолец, комсомолец Забайкалья, металлург Забайкалья, Черновский шахтер, Зиловский железнодорожник, Щетинский комсомолец, молодой горняк, Оловянинский комсомолец воевала на полях сражений Брянского, Центрального, Воронежского, Первого Украинского фронтов. В память о тружениках в 1987 году, в год 50-летия со дня образования Агинского бурятского округа, был установлен памятник «Танк Агинский колхозник». Трудовой подвиг наших земляков навсегда останется в народной памяти. Слово предоставляется главе муниципального района Агинский район Жаргалу Владимировичу Жапову. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые земляки, поздравляем вас с великой датой, 75-й годовщиной Великой Победы. 9 мая навсегда останется в нашей памяти как символ гордости, мужества, героизма нашего народа. Наши земляки сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, защищали западные, восточные рубежи нашей Родины, принимали участие во всех крупных сражениях, битвах. За годы войны было призвано 2364 жителя Агинского района, 1118 наших земляков не вернулись в отчий дом. Остались на полях сражения. Мы помним и гордимся нашими земляками, воинами, которые защищали свободу и независимость нашей Родины. Мы безмерно благодарны труженикам тыла, ставшим на замену своим отцам, старшим братьям, ковавшим победу в тылу. Мы склоняем головы перед нашими земляками, тружениками тыла, за их беспримерный, ратный и трудовой подвиг. И наша сегодня задача передать последующим поколениям память о воинах, тружениках тыла, за их великую победу. И разрешите от имени органов местного самоуправления Дульдургинского, Магойтовского, Агинского района, городского округа поселок Агинское пожелать нашим ветеранам, труженикам тыла крепкого здоровья, долголетия, мира, добра, благополучия. С Днем Великой Победы! Слово предоставляется военному комиссару Агинского бурятского округа по Забайкальскому краю Мумко Гамбажаповичу Батоеву. Добрый день, уважаемые земляки, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и труженики тыла. Сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы. Этот праздник вошел в наши сердца. Как символ героизма,
и мужество нашего народа, отстоявшего жизнь на этой прекрасной земле. Мы благодарны за защитников нашей Родины всех поколений и в связи с празднованием от личного состава военного комиссариата Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Поздравляю вас с Днем Победы, 75-летием Великой Победы в Великой Отечественной войне. Желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, добра, тепла, уюта и мирного неба. С праздником, дорогие! От имени жителей Агинского Бурятского округа просим возложить цветы. Светлая память героям войны, чьи имена помнит хмурое небо. Поклонимся низко, возложим цветы тем, кто, увы, не дожил до победы. Мы славим тех, кто отстоял в сражениях яростную победу. Навеки сможем сохранить наследие отцов и дедов. Пусть будет мир на всей земле, народы дружат на планете. Живи, страна, цвети, весна, чтоб улыбались солнцу дети. Торжественный митинг «Неугасима память поколений», посвященный 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, считается закрытым. Приглашаем всех принять участие в торжественном митинге на мемориальном комплексе «Слава». Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Я, наверное, дождусь толпу.
сегодняшнего дня будет проходить не только митинг и возложение цветов, но также состоится онлайн-концерт с артистами театра Адалите, Амарсен, районный дом культуры. Артисты будут выступать для нас в прямом эфире, в пустых залах. Люди готовились к этим программам, мероприятиям. Прошу поддержать их, всех нас. Посмотрите, оставайтесь с нами. А сейчас мы передвигаемся к мемориалу славы. Там также будет возложение. И затем мы перейдем к аллее героев. Вот мы подошли к комплексу Мемориал Победы, Мемориал Славы. Здесь также состоится программа по торжественному возложению. Приглашаем. Я думаю,
русских печей не смыкала наша Родина честь. Дни и ночи битву трудно вели, этот день мы приближали как победу. Это день победы, ворогом права. Это праздник, сигналил на висках. Со слезами на глазах. Вспомним, как мы Москву отстояли в первый год той Великой войны. На призывные родины стоны от байкальских седых берегов мчали, гулко трубя эшелоны сибирских полков. И суровым военным парадом по брусчатке прошли те полки, шли навстречу свинцу и снарядам легендарные сибиряки. И Красная площадь брусчатая, размеренный помнит тот шаг. Шел просто, его не печатая, бессмертие шел сибиряк. И поныне суровым парадом все идут и идут те полки вдаль, навстречу свинцу и снарядам, легендарные сибиряки. Добрый день, дорогие сибиряки. Амурсен, кундетонитаракит, агуиха и лалтейн хендерор. В день празднования 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне мы рады приветствовать вас на мемориальном комплексе «Слава», на главном обелиске памяти Агинского бурятского округа. Здесь на мраморных плитах высечены имена наших земляков, агинцев, участников Великой Отечественной войны, героев-победителей. Торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, считается открытым. Дальше уходит от нас 9 мая 1945 года. Но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась нам победа. Враг, вероломно напавший на нашу страну, с первых дней войны рвался к ее сердцу, Москве. Все силы советского народа, материальные ресурсы страны, деятельность государственных и общественных организаций были направлены на защиту Отечества, на разгром сильного и жестокого врага. Основные этапы Великой Отечественной истории известны. Это бои на западной границе от Ледовитого океана и до Черного моря, оборона Бреста, Одессы, Смоленска, Севастополя, битва за Москву и Сталинград, защита и прорыв блокады Ленинграда. Сражение на Курской дуге, освобождение советского Заполярья, территории Белоруссии и Украины, Прибалтики и Польши, Болгарии, Румынии и Венгрии, взятие Берлина и разгром фашистского логова.
Трудный путь по дорогам войны в составе частей регулярной армии и партизанских отрядов прошли наши полеводы и животноводы, учителя и врачи, охотники и строители, работники лесных и других предприятий. Одним словом, воины АГИ. Закаленные в борьбе с суровым климатом Забайкалья, наши воины прославились на войне как отличные снайперы и разведчики, пехотинцы и танкисты, саперы и артиллеристы, летчики и мединструкторы. Участвуя в боях, они проявили храбрость и отвагу, несгибаемую волю к победе, готовность идти на жертвы. Звание Герой Советского Союза удостоены Базарин Чино и Александр Парадович. На счету снайперов Семена Намаконова и Тагона Санжиева более 400 вражеских солдат и офицеров. В лесах Брянщины отважно сражался командир роты партизанского отряда «Спартак», герой России Бадма Жабон. За ратные подвиги более 3000 воинов АГИ награждены орденами и медалями Советского Союза. Наряду с мужчинами на защиту Родины встали и женщины АГИ. На своих хрупких плечах с поля боя выносила раненых бойцов медицинская сестра Анна Федорова. По дорогам войны телефонисткой в рядах морской пехоты прошла Рашида Амирханова. Вместе с пушечным дивизионом пол Европы освободила Лидия Кочергина. 14-летним подростком на Украине партизанила Валентина Елымова. На стенах Рейхстага расписалась Вандан Балданова. Трудовой подвиг заслуживает не меньшего уважения. Не покладая рук, трудились во имя победы труженики тыла. Все тяготы сельскохозяйственных работ легли на плечи женщин, стариков, детей, подростков. Отказывая себе во всем, в далеком тылу они вели свой фронт под девизом «Все для фронта, все для победы». В оборонный фонд страны было внесено более 15 миллионов рублей, отправлено 12 тысяч теплых вещей, сдано облигаций на сумму 2,5 миллиона рублей. Округ дал армии 18 тысяч лошадей, 34 тысячи голов крупного рогатого скота, почти 170 тысяч овец и коз. Мы преклоняемся перед тем, что люди выстояли и победили. За годы войны 5860 агентов были мобилизованы на защиту Отечества. Из них 2793 не вернулись. Их братские могилы по всей Европе. Но особенно много наших земляков погибло под Москвой и Ленинградом, Псковской и Тверской областях, под Сталинградом и на Курской дуге, в Карелии и Мурманской области. Сегодня живут рядом с нами 14 участников Второй мировой войны, 307 тружеников военного тыла и более 2300 детей войны. Их труд, опыт, их судьба – это и есть достояние Агинского округа. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Забайкальского края, руководителю администрации Агинского бурятского округа Буинто Балганжаповичу Батаманкуеву. Уважаемые земляки, дорогие ветераны, сегодня вся наша страна празднует священный праздник, 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. К сожалению, наши ветераны сегодня не принимают участие на наших торжественных мероприятиях, но во всех поселениях Агинского бурятского округа, органами власти, работниками культуры, добровольцами, просто гражданами, сегодня и в преддверии нашего праздника уделялось особое внимание, теплая забота нашим ветеранам, труженикам тыла. День Победы для всей нашей страны, для наших земляков священный праздник. Он брал в себя одновременно и радость, и гордость за свою страну, за своих земляков, героев, отстоявших независимость нашей страны, и одновременно печаль и скорбь за всех героев, ушедших на войну и не вернувшихся с полей сражений. В этот день хочется сказать искренние слова благодарности, сказать спасибо всем нашим героям, ковавшим
победу в тылу, на фронтах, на линиях войны. Сказать спасибо всем тем, кто после военные годы поднимал нашу страну с колен. И сказать, поблагодарить их за все, за то, что мы сегодня являемся независимым государством, за то, что у нас есть сегодня возможность жить и трудиться на родной, любимой Агинской земле. Спасибо всем нашим дедам, отцам, братьям, бабушкам, матерям. От имени администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края поздравляю всех вас со священным праздником, Днем Победы. В первую очередь хочу пожелать нашим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, всем нам мирного неба над головой. С праздником Победы! Слово предоставляется заместителю председателя Законодательного собрания Забайкальского края, председателю собрания представителей Агинского Бурятского округа Цырену Бадмаевичу Цыренову. Добрый день, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. Сегодня мы 75-й год отмечаем великую годовщину победы советского народа в большой, самой кровопролитной войне 20 века, Отечественной войне 41-45 годов. 22 июня 1941 года на нашу страну вероломно напала самая сильная армия в мире, фашистская Германия, которая завоевала всю Европу с ее населением 290 миллионов человек. По экономическому промышленному потенциалу Европа превышала потенциал Советского Союза в 4 раза. На фронт были призваны много наших земляков, забайкальцев, а именно 170 тысяч человек, из которых 50 тысяч не вернулись с полей сражений, пропали без вести, умерли от полученных ран. Но сильные духом труженики тыла отправили на фронт тысячи тонн зерна, мяса, теплых вещей, чтобы приблизить День Победы. На фронтах отважно сражались наши земляки. 68 забайкальцев, коренных забайкальцев, были удостоены звания Героя Советского Союза и России. Отважно сражались наши земляки. Базар Ринчино, Парадович, Бадма, Жабон, а также разведчик Сергей Матыжонок. Мы помним их имена, мы гордимся ими, что они проявили человеческое мужество, приближая тот заветный день, который ждала вся страна. И я считаю, что сегодня самый такой светлый день, когда мы помним, чтим память наших славных предков, которые нам дали такую жизнь, возможность жить под голубым небом. Разрешите мне от имени собрания представителей Законодательного собрания Забайкальского края поздравить всех наших ветеранов войны, тружеников тыла, всех земляков с этим праздником. Пожелать здоровья, бодрости духа, всего хорошего. Спасибо. Дорогие земляки, от имени жителей Агинского Бурятского округа просим возложить цветы. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомни
с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, привез свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В память о тех, кто никогда не вернется с полей Великой битвы, кто отдал свои жизни ради счастья других людей, за мирную жизнь, объявляется минута молчания. Низкий поклон вам, солдаты Великой Отечественной. Пусть будет мирным наше небо. С Днем Победы! Дорогие земляки, митинг, посвященный 75-й годовщине Великой Победы, объявляется закрытым. Приглашаем вас на торжественный митинг на Аллее Героев.
Следующая наша присутствие на Аллее Героев. Там также состоится третий уже митинг торжественный, завершающий. Затем состоится онлайн-концерт. Напоминаю, что помимо уже с 4 числа запустился акция «Бессмертный полк» и акция «Георгиевская ленточка», где вы сможете принять участие на сайте «Бессмертный полк России». Запустилась регистрация, где вы сможете зарегистрировать своих дедушек, прадедушек, бабушек, написать коротко об их подвиге, пойдемте, об их подвиге, о месте сражений и так далее. И вся эта информация пройдет в банк данных, где будет храниться в архиве. Также будет транслироваться в федеральных каналах, на крупных площадках по всей России. Также напоминаю, что сегодня необходимо и актуально, важно даже, символ победы, георгиевскую ленточку, закрепить так же, как я, со стороны сердца, и сделать, выложить в социальные сети, в Instagram, Facebook, ВКонтакт, и тем самым поддержать данную акцию. Люди будут написать, наверное, так, хашаб да вывод, сообщение, кархату гарна. Трясет, гарна, трясет. Вот с ним, потому что меня не ролик снимать. Тебя бы не ролик снимать, по-моему, с ним. Уважаемые друзья, просим прощения. Потерпите, пожалуйста, 5 секунд. Камера харай. Вот и приехал наш автомобиль. Начало концерта будет, давайте, уважаемые друзья, я уточню и более подробно вам скажу. Мы шли с мемориала славы до сейчас едем на аллею славы. Уважаемые друзья, скажите, пожалуйста, звук хороший?
А когда был ветер, все нормально было слышно? Все, вылазь. Внимание, снимаю. Я сейчас пойду И спать. ночи у мартеновских мечей не смекала наша Родина очей. И ночи битву трудную вить, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. День победы, день победы. На аллее героев всегда тишина. Здесь в граните отчизна твои сыновья, а на них имена на века, навсегда, заслуживших почета и славу. Здесь герои войны и герои труда, так светлы и открыты их лица. Имена их не канут теперь никуда. Жизнь их, Родины нашей частица. Амғылың мұдырех, амырмында, ирхим хундада нютрехит. Добрый день, уважаемые земляки! В этот великий день поздравляем 75-й годовщиной Великой Победы! Аллея героев Агинского Бурятского округа – святое место, место поклонения и место нашей гордости. Сегодняшний день очень важен для нас. Отдавая дань уважения нашим героям, мы вновь вспоминаем всех поименно, а вместе с ними вспоминаем всех защитников Отечества. Герой Советского Союза Базар Ринчино. Боевой путь учителя начальных классов Базара Ринчино составил всего 3 месяца, с сентября по декабрь 43-го года. Старший сержант дважды уничтожил огневые точки противника. В числе первых поднимался в атаку. Вдвоем с рядовым захватил в плен 23 немца. Отличился при форсировании Днепра и освобождении Киева. 28 декабря 1943 года геройски погиб у села Бельковцы Житомирской области. Звание Героя Советского Союза получил посмертно. Герой Советского Союза Александр Парадович
участник Сталинградской битвы, помощник командира взвода, гвардии сержант Парадович вместе с десантной группой в октябре 43-го под огнем противника переправился через Днепр. Первым бросился к проволочному заграждению, проделал проход, через который прошла вся группа. Первым ворвался во вражеские окопы. Участвовал в отражении нескольких контратак противника. Звание героя присвоено в 1944 году. Герой социалистического труда Бальжинима Мажиев воевал разведчиком-артиллеристом. Из-за тяжелых ранений был комиссован, но солдат отказался и воевал до победного мая. Самыми дорогими боевыми наградами считал медаль за отвагу, за оборону Москвы, орден Красной Звезды за Витебск и второй такой же орден за Кёнигсберг. После войны всю жизнь проработал председателем колхоза имени Кирова Магойтовского района. Звание Героя социалистического труда вручено вместе с орденом Ленина и золотой медалью «Серп и молот» в 1957 году. Старшина Красной армии Бадмажабон воевал в составе воздушно-десантной бригады Центрального фронта. Госпиталь, в котором лечился Жабон, попал в окружение. Не сумев пройти линию фронта, Бадмажабон примкнул к партизанскому движению. Стал организатором партизанского отряда «Спартак». Участвовал в более 300 боевых операциях в Брянской, Сумской, Орловской и Курской областях. Победу встретила в частях 3-го Белорусского фронта. После войны работал председателем колхоза РД Гундургинского района. Звание Героя России присвоено в 2005 году. Участник Великой Отечественной войны Михаил Пристромов воевал в составе 116-й гвардейской морской бригады с 1942 года. После тяжелого ранения был комиссован. Всю свою жизнь проработал хлеборобом совхоза имени 50-летия СССР Магойтовского района. Вел множество новшеств, которые использовались хозяйствами округа и Читинской области. В 1957 году Михаилу Степановичу было присвоено звание Героя социалистического труда. Герой социалистического труда Бальжима Даржиева. Военные и послевоенные годы работала чебаном колхоза «Коммунизм» Магойтовского района. Ее отара в 1943 году стала опорной базой всей селекционной работы по выведению забайкальской тонкорунной породы овец. Она является одним из авторов этой породы. Звание Героя социалистического труда присвоено в 1957 году. Участник Великой Отечественной войны Дамша Юндунов. После войны многие годы работал табунщиком бурят-монгольского конного завода в Баржигантае и старшим чабаном в Магойтовском районе. За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличение производства мяса и шерсти в 1966 году присвоено звание Героя социалистического труда. Дашидендо Пурбуев, старший чебан колхоза имени Ленина Агинского района, 30 лет проработал в семейной бригаде на полном хозрасчете. Путем искусственного осеменения овцематок раннего окота получал до 140 ягнят от 100 овцематок. Родина высоко оценила его трудовой героизм. Звание Героя социалистического труда было присвоено в 1990 году. Полный кавалер трудовой славы Цырендаши Цыдыпов. Однажды, приняв свою первую отару из рук матери, всю свою жизнь проработал чабаном колхоза Улан-Удон Магойтовского района. Вместе с супругой признаны мастерами-овцеводами, чемпионами округа по получению приплода овец. Несколько пятилеток выходил победителем всесоюзного социалистического соревнования. Прапорщик Андрей Днепровский призывался в армию из села Цаган-Чулутай Магойтовского района. С 1995 года участвовал в боевых операциях в Чеченской республике. При выполнении боевой задачи по захвату высоты
Его группа обезвредила боевое охранение боевиков, обеспечила беспрепятственный подход роты к высоте. Рота успешно выполнила боевую задачу. Сам Андрей геройски погиб. Звание Героя России присвоено посмертно. Похоронен на аллее героев города Владикавказ. Герой России Алдар Цидинжапов, матрос Тихоокеанского флота, ценой собственной жизни спас от возможной гибели корабль и экипаж в составе 348 человек. Утром 24 сентября в машинном отделении эсминца «Быстрый» вспыхнул пожар. Оперативные действия Алдара и его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки корабля. Звание Героя Российской Федерации присвоено в 2010 году посмертно. Герой России Бабударжа Михайлов родился в селе Боржигантай Магойтского района. Всю свою жизнь занимался разведением забайкальской тонкорунной породы овец. Во время степного пожара Чебан сумел спасти племенную отару в 500 голов, отстоять склад ГСМ и сельскохозяйственную технику. Звание Героя Российской Федерации присвоено в 2007 году. Иосиф Давыдович Кобзон родился на Донбассе, но как выдающийся певец, депутат Государственной Думы 6 созывов Атагинского Бурятского автономного округа, Забайкальского края, Байкальского региона, как гражданин и политик оставил глубокий след в истории степной Аги. Он представлял нас в парламенте страны 21 год и всегда работал с полной отдачей в интересах народа Аги. В 2016 году присвоено звание Героя труда России. Старший чебан агрокооператива Цартахангил Агинского района Далек Милович Бунгаев вместе с супругой Целедомой Тагатовой многие годы занимается разведением забайкальской племенной тонкорунной породы овец, является автором хандийского типа. В 2016 году присвоено звание Героя труда России. Далек Милович первым бурятом овцеводом, получившим высокую награду в новое время. Сегодня Герой труда полон сил и продолжает нести трудовую вахту на благо развития родного края. К микрофону приглашаются исполняющий обязанности главы городского округа поселок Агинская Салбон Аюрович Цыренов. Председатель Совета муниципального района Магойтовский район Александр Дандакович Будаев. Заместитель председателя Агинского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Тумен Балдандугарович Санданов. Слово предоставляется Салбону Аюровичу. Дорогие ветераны, уважаемые земляки, для всех нас это особенный праздник. За коротким, но емким словом «победа» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат. Напряженный и тяжелый труд в тылу. Прошло 75 лет с победного мая 1945 года. День Победы всегда будет для нас символом гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Остается символом мужества, величия, силы духа и воли нашего народа. Символом достоинства России. Сегодня, к сожалению, мы не можем пригласить наших ветеранов. В поселке Агинское ныне проживает 3 участника войны, 35 вдов участников войны, 43 труженика тыла. Низкий поклон вам всем и благодарность за наше мирное небо, за победу. В последнее время в мире идет тенденция искажения истории, мировой истории о Второй мировой войне. В проекте основного нашего закона Конституции Российской Федерации содержится строка о недопущении искажения мировой истории и истории Великой нашей Отечественной войны. Я считаю нашим гражданским долгом прийти и проголосовать за данные поправки. От всего сердца поздравляю вас с Днем воинской и трудовой славы, национальной гордости и народной памяти, с Днем Победы! Слово предоставляется Александру Дандаковичу.
земляки, уважаемые наши участники Великой Отечественной войны, участники партизанского движения, труженики тыла. Сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы во Второй мировой войне. Советский солдат водрузил знамя победы над Рейхстагом. Этим самым коричневую чуму добил в столице Германии, фашистской Германии, Берлине. Я горжусь, уважаемые ветераны, вами, тружениками тыла, участниками партизанского движения, которые под лозунгом «Все для фронта, все для победы» делали, работали, холодные, голодные, здесь, на полях, трудовых полях. Затем, после войны, восстанавливали народное хозяйство, после бомбежки, после разрухи. Низкий вам поклон, труженики тыла. От имени Советов сельских поселений, депутатского корпуса сельских поселений, от имени депутатов городских поселений, от имени депутатов Думы городского округа Агинское, от имени депутатского корпуса муниципальных образований Дульдрагинского, Агинского, Моготского районов. Я вам приношу огромную благодарность, низкий поклон и уважение. Мы не дадим запятнать имя победителя. С праздником вас, дорогие земляки! Спасибо за поздравление. Слово предоставляется Тумену Балдандугаровичу. Здравствуйте всем. Дорогие наши ветераны, уважаемые земляки, жители нашей родной Аги. От лица боевого братства Агинского Бурятского округа разрешите поздравить 75-й годовщиной Великой Победы в Великой Отечественной войне. Но каждый год ходят от нас наши дорогие ветераны, труженики тыла, благодаря кому мы живем под мирным небом. Но хотелось бы сказать, в преддверии празднования великой даты 75-й годовщины наше боевое братство принимает активное участие в мероприятиях, проводимых руководством нашего округа, района, селка, по воспитанию молодежи, проводит работу со школьниками, ну и с молодежью. Так. Хочется еще раз поблагодарить органы власти, руководство нашего округа за моральную и материальную поддержку. Но еще раз с праздником, с Днем Победы! Спасибо за поздравления. Мы знаем и гордимся своими героями, знаем и гордимся историей своего округа и всей страны. От имени жителей Агинского Бурятского округа просим возложить цветы к бюстам героев. Всем мешать не надо, ты не один. На округ. Мы все снимаем.
героев Агинского бурятского округа объявляется минута молчания. Мы всегда будем помнить о том, какой ценой была завоевана Великая Победа в 45-м. 9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну и жизнь. С Днем Победы! На этом торжественный митинг считается закрытым. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом права. Это праздник. Седьмой на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом трава. Это праздник, седьмой на висках. Со слезами на глазах. День победы, день Пока не надо отпускать, да? Уже Харалды. На то нахуя я наверх еду. Глаз уберем? Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом трава. Это праздник, сединою на висках. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы. Порохом трава. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на С Днем Великой Победы!
Дорогие друзья, на этом торжественном митинге, посвященном 75-й годовщине Великой Победы, завершается. Но программа не закончена. Сегодня состоится онлайн-концерт. Артисты театра Далите, Амарсен, Дома культуры, работники культур проведут онлайн-концерт для вас. Еще раз спасибо нашим дедам, бабушкам, матерям за их подвиг, за их мужество. На этом завершаем прямую трансляцию.